Ассаламу алейкум, добрый день, приветствую. Сегодня мы снова находимся перед зданием суда в Берлине, где проходит суд над убийцей чеченского, грузинского патриота Зелимхана Хангашвили, подло убитого в спину русским террористом Вадимом Красиковым или Вадимом Соколовым, который человек представляет, действовал по заданию российских спецслужб. По одним данным представляет банду ГРУ, другим данным ФСБ. Только что был допрос еще одного свидетеля. Вчера был допрос 3 свидетелей, которые видели непосредственно само убийство. Сегодня тоже допросили одного свидетеля, женщину, которая тоже видела это преступление. В принципе, все свидетели подтверждают свои показания, которые они давали ранее полиции, сразу после этого преступления, когда был задержан вот этот Вадим Красиков. Сейчас перерыв, буквально через полчаса или час возобновится. Еще нужно будет допросить 2 свидетелей. Это на сегодня запланированное следственное действие, судебное действие, где будут допрошены еще 2 свидетеля. Хотелось бы разъяснить и более подробно рассказать о самом преступлении, кем, как оно было организовано. 23 августа в центре Берлина был убит Зелимхан Хангашвили выстрелом в спину, как я уже сказал ранее. Буквально через несколько дней член комитета Бундестага по контролю за деятельностью спецслужб Патрик Зенцбург назвал убийцу Хангашвили связанным с ЧВК, так называемым ЧВК «Вагнер», бандой наемников, военных, ГРУшных, которые действуют по приказу российского государства и Министерству обороны Российской Федерации. Хотя они это как-то пытаются завуалировать. Вместе с Вадимом Соколовым, Вадимом Красиковым, у этого человека несколько имен, потому что он ранее также совершал преступления такого же характера. У него там несколько имен, паспортов, фамилий, государство его прикрывает. Это уже практически 100% доказанный факт. Именно поэтому, так как немецкое государство установило, что Вадим Красиков или Вадим Соколов связан с государством российским, это преступление признано политически мотивированным и носит террористический характер. Именно поэтому делом занимается федеральный прокурор Германии, и благодаря этому сейчас происходит этот суд. Вместе с этим Вадимом Соколовым есть еще один подозреваемый террорист, который пока не задержан. Его зовут Роман Демьяченко. Он вместе с Вадимом Соколовым приезжал сюда, здесь вместе они все это организовывали. Видимо, в ходе следствия мы все точно подробности все, конечно, мы узнаем. Сразу же, точнее не сразу же, Германия очень долго думала, не знаю, с чем это было связано, но долго не могли принять решение, что это преступление назвать политически мотивированным, носящим террористический характер. Но 4 декабря, после того, как все-таки уже было признано, что это преступление политически мотивированное, было выслано 2019 года, 4 декабря было выслано 2 российских банд-дипломата. 11 августа 2020 года Словакия точно так же выслала 3 дипломатов, банд-шпионов, которые тоже связаны с этим убийством. Так, далее, что еще хотелось бы по этому поводу напомнить? Хотелось бы еще напомнить тот важный момент, что 21 августа, к сожалению, я так думаю, следствие не взяло эту версию во внимание. 21 августа, видимо, из-за недостатка доказательной базы и улик, 21 августа 2019 года Ангела Меркель здесь, в Берлине, когда здесь приезжал Дональд Трамп, отказала вернуть Путина в G7. В это время, 21 августа, когда Ангела Меркель это сказала, Вадим Красиков, убийца, который сейчас находится под следствием,
в это время уже находился в Польше и ждал команды, чтобы выехать сюда, в Берлин. На мой взгляд, это является таким актом запугивания Ангелы Меркель. Ранее Путин неоднократно использовал вот этот момент, например, в том числе по отношению к Меркель. Например, всем известно, что Ангела Меркель, где находится Ангела Меркель, она побаивается собак, и там их не должно быть. И во время встречи, переговоров Путин запускал собаку, где находилась Ангела Меркель, и тем самым пытался оказывать давление. И еще один важный момент, когда было совершено вот это преступление, 31 августа 2019 года нашими активистами был проведен митинг перед Банк-притоном в Берлине, Банк-притоном, так называемым посольством России в Берлине. И там мы точно обозначили, что уже Красиков был задержан, обозначили, что вот преступление совершено вот из этого здания, да, что Сергей Нечаев, банк-посол России здесь, в Германии, конечно, без его ведома это не могло произойти. Мы все прекрасно знаем, как происходит такого рода за границей преступления и убийства. И 4 сентября агенты ГРУ, разные, которые здесь есть, например, блогеры, они вызвали людей, чеченцев, которые искренне хотели, которые были и на нашем митинге, и потом позвали их туда, и позвали перед администрацией Ангелы Меркель, где также пытались люди с бородами выкрикивать и оказывать давление, да, на Ангелу Меркель. Ту самую Ангелу Меркель, которая около миллиона мусульман из Сирии запустила сюда, приняла и всячески помогает людям, вне зависимости от их национальности. Что еще можно по этому поводу добавить? Сейчас будет еще допрос 2 свидетелей. После этого мы обязательно еще сделаем видео по этому поводу, расскажем, что сказали эти свидетели. Также будем держать дальше в курсе всех событий, потому что процесс предварительно еще затянется до января месяца 2021 года. Еще 22 заседания, сегодня только 3-е заседание, 22 еще должно быть уже запланировано, 22 заседания. Что хочется сказать по поводу суда. Суд проходит как человек, имевший отношение к российскому судопроизводству, судебной практике. Могу сказать, что уровень объективности, профессионализма настолько высок, что просто поражает, как ведут профессионально, четко свою работу, начиная от полицейских. Меры безопасности перед этим судом беспрецедентные, очень большое количество полицейских, начиная от этих полицейских, заканчивая судебными приставами, адвокатами, прокурорами и судьями. Я уверен, суд будет объективным, независимым, беспристрастным, что это подтверждается, вот, наблюдая, как ведется допрос свидетелей. Судья очень скрупулезно, дотошно проверяет каждый момент, нюанс, уточняются все детали. Видно, что судья хочет просто не оставить ни малейшего сомнения для того, чтобы установить стопроцентную истину. И поэтому мы очень надеемся, что суд постановит. Единственный один момент, который хочется сейчас же говорить, мы ранее об этом писали в своих резолюциях, на митингах, что русские могут захватить какого-нибудь гражданина Германии для того, чтобы обменять на этого террориста, как это они делали сотни и тысячи раз в Чеченской республике Ичкерия, как это они делали по отношению к американцам, как это делают по отношению к Украине, украинским гражданам. То же самое, вероятно, может произойти и в этом случае. Будем надеяться, что Германия не пойдет на поводу, хотя, конечно же, это очень сложная дилемма. И хотелось бы напомнить, что Германия, которая здесь, в Германии есть огромные российские финансовые вложения, которые вкладываются, в том числе здесь, в Берлине есть.
в гостиницы вкладываются русские, особенно под видом еврейской национальности или там немецкого происхождения, как любят это делать, для того, чтобы свои наворованные у русского народа деньги вложить сюда и легализоваться. Ну и, конечно же, финансы, они очень помогают оказывать давление на нечистоплотных политиков. Далее, что бы еще хотелось добавить? Хотя, зная, что террористический режим России уже очевидно не только чеченцам и украинцам с грузинами, это уже очевидно всему миру. Единственный способ для того, чтобы как-то бороться с этим террористическим режимом, это прекращение всякое общение с этим террористическим режимом до полного уничтожения этого режима, так как это является просто национальной угрозой национальной безопасности для Германии. Переговоры с террористами не ведутся. Переговоры с террористами ни в коем случае не могут вестись. Только психолог, специально обученный человек может пойти поговорить там с тем же Путиным, с Лавровым или с Сергеем Нечаевым, который представляет Россию здесь, в Германии, в виде бандпосла. Как сказал известный Пол Гоббл, специалист по Советскому Союзу и России, Россия будет соблюдать международное право, если в ясный день со стен Кремля будет видна граница России. Ровно до тех пор, пока тюрьма народов под названием Россия, никакая она, конечно, не федерация российская, так называемая Российская Федерация, не будет уничтожена, и все люди, проживающие на территории России, не получат свободу, эксцессы подобные будут повторяться, и это будет продолжаться. Поэтому желаю всего самого хорошего. И, как говорится, все будет ичкерия. Спасибо за внимание. До свидания.